Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шежирея» Салават Хамидуллин. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о роде, который несколько лет назад, около года-двух, можно сказать, прославил Башкирию в мировом сообществе, род Бурзян. Давайте сначала, как всегда, о том, откуда такой этноним и где находится территориально этот род. Ареал расселения, ядро расселения. Далеко не весь Бурзянский район, как все думают, что вот Бурзянский район – это все бурзяне. Нет. А все-таки основное ядро, представители рода Бурзян проживают на территории Баймакского района, северная часть Баймакского района, часть Бурзянского района. Ну и плюс они довольно-таки раскиданы по всей республике. Есть какие-то их одиночные такие анклавы в Каюргазинском районе, Мейкинском районе, есть в Серльбашском районе, вот Каранаево, как раз это бурзянская деревня, оттуда родом моя мать. Есть и в Давлекановском районе и так далее. Расселены. Но чем этот род интересен? Ну, мало того, что это, так скажем, уникальное башкирское явление, то есть рода Бурзян, кроме как вот у башкир, больше нету ни у кого. Какая-то вот такая сердцевина, что ли, башкирского народа. Во-первых, один из древнейших башкирских родов еще и фиксируется и по письменным источникам, и сейчас вот очень модное направление геногеографии или этногенетика, этногенетические какие-то вещи у нас уже есть, по которым мы можем говорить. Бурзян – это русифицированное название. Русифицированное название по-башкирски бурьян. Но бурьян – это тоже этноним, уже приспособлен к нормам современного языка. В древности везде вот мы в источниках пишем бурджан. Или буржан, можно сказать. Слушайте, или вот бурчан. как раз бурджан очень распространенное название. Да. И монография это есть. Бурджаны в истории Евразии. И кандидатскую, в общем-то, я защищал в Петербурге на эту тему. Это большая историографическая проблема, которую я пытался разрешить, потому что в арабских источниках этих бурджан где только не упоминают. Да. Более в арабских того, и так если далее. я правильно помню, бурджан иногда и Булгарию называли. И Булгарию называли, все правильно. Это арабское название, значит, Дунайской Болгарии. И вообще фамилия, например, бурджанация, да? Ну и бурджанация. Это очень распространенный этноним такой. Да. Почему тогда вы говорите, что это наоборот бурзян, это такое что-то чисто башкирское? Сейчас я объясню. Дело в том, что, допустим, я не знаю, с чего начать, с письменных источников или там с геногеографии. Если брать геногеографию, да, то вот недавно ленинградский, вот Ляхницкий, да, известный, значит, который работал в пещере Шульганташ. Помните, там года 2 или 3 назад они там нашли несколько там женских черепов молодых девушек, которые, видимо, с какими-то ритуальными целями принесены в жертву каким-то, я не знаю. Получается, это было где-то бронзовый век, я так понимаю, 5000 лет назад. И когда взяли палеогенетические анализы, то есть ДНК вот этих костных остатков, и что оказалось? Что они идентичны племени бурзян, современным бурзян. Представляете? 5000 лет назад они также там жили, оказывается. Ну, это, скорее всего, какие-то сарматские... Да, вот сейчас я просто хочу объяснить. Дело в том, что тогда ведь границ не было. Что такое? Что такое Башкирия? Шло вот так, движение и туда, и в обратном направлении. Этноним бурджан в арабской литературе, он встречается на Северном Кавказе. Существовало вот это княжество, допустим, в 7 веке, когда арабы начали свои походы на Кавказ и взяли город Дербент, они пишут, что к северу от Дербента находится владение бурджан, с которыми они, значит, вели какие-то боевые действия. Вот отсюда вы говорите, фамилия Бурджанадзе. Вот они как раз... Я говорю, это очень распространено. Да, это совершенно верно сказали. Это сармато-аланское племя изначально было. Ведь дело в том, что даже вот Мухаммед Салим Умедбаев в своей книге «Ядкар», вот он приводит древнее предание, где в башкирских древних преданиях бурзяне как называются? Алан-Бурджан называется. То есть это какое-то такое скифо-сарматское племя, древнее, которое, возможно, просто вот так курсировало между Южным Уралом и Кавказом, да? Мы просто вот очень часто говорим о сарматах. На всякий случай напомню, что сарматы – это вот иранское, так называемое. Ираноязычное, да. Ираноязычное, не иранское, потому что Иран – это конкретно Иран, да. Ираноязычное племя, которое, в общем-то, в древности, до наступления вот этой тюркской доминанты в степях, все вот эти огромные евразийские пространства от Дуная до Хуанхэ в Китае, мы в одной из передач говорили, раскапывают эти, значит, скифские курганы, где находятся европеоидного облика люди, эти костные остатки, да, изделия звериного стиля. Вот это все огромное пространство населяли вот индоевропейские племена, которые мы условно называем там скифо-сарматскими там, и так далее, и так далее. Потому что там, по всей видимости, там огромное было количество там внутри них всяких разных названий племен. Видимо, все это вот ходило. Сейчас вот, опять же, настолько геногеография хорошо развивается, этногенетика, есть данные анализов костных остатков ямной культуры, так называемой. А ямная культура... Ямники, да. Ямная культура – это
одна из древних. Второе-третье тысячелетие до нашей эры, если я правильно помню, это как раз Южный Урал, это еще до андроновской культуры, то есть самые древние, так сказать, вот эти... Название явники, потому что у людей было понимание, откуда название явники, потому что мы не знаем, как они сами себя называли, мы не знаем, на каком языке они говорили, у нас не осталось никаких письменных источников. Единственное, что мы можем отличить их как вот такую культуру отдельную, это способ захоронения. Они рыли большую яму, в которой обустраивали как бы комнату, и в сидячем положении там хоронили тех, кто у них умер. И оттуда и название ямники. Да. И вот взяли, значит, анализ вот этой ямной культуры, и она совпала с гаплогруппой, опять же, бурзян. Многие исследователи пишут, что вот как раз бурзяне и есть вот потомки, вот представители вот этой ямной культуры. Естественно, ямники потом... Самое, что ни на есть, автохтонное происхождение. Автохтонные, да. Потом ямники перетекли в андроновцев. Андроновцы, представители андроновской культуры, это потомки вот всех вот этих иранских там и так далее, значит, народов, да, ираноязычных, так скажем, скифо-сарматов. То есть в последнее время, в общем-то, картина начинает вырисовываться довольно-таки ясно. Я просто не так хорошо знаю, да, не так много объездил районов в Башкирии. А что, представители рода бурзян сегодня? Да. Меньше у них монгольское, что ли, присутствие видно? Нет, вы имеете антропологический тип. Да, антропологический тип там разные есть, скажем, такой памиро-ферганский тип, да, там близкий к иранскому, да, и есть, мне всегда вот когда в Бурзян приезжаешь, и в некоторые деревни идут вот такие люди, да, смотришь... абсолютно, в общем-то, славяне, да? Светлые, голубоглазые. Индоевропейское. Да, то есть даже не нордическое, так скажем, да, потому что индоевропейское. Памир-ферганское тоже индоевропейское. А это так нордический тип. А есть уже так с примесью монголоидности, да? То есть вот там я, в общем-то, наблюдал 3 разных типа, и это и есть результат вот этого. Понимаете, это какая древность, ямная культура, и чтобы дойти до этого времени, представляете, там сколько всего было намешано. На ком только там вот эти представители, мужчины бурзянского племени. Ведь ты женишься, допустим, если вы женитесь на девушке там из Зимбабве, да, то ваш сын, наверное, уже не будет на русского похож, но по паспорту он будет русский, потому что вы русский. Понимаете? То есть фенотип людей меняется, потому что идет скрещивание, этнические контакты и так далее. Поэтому, естественно, я не думаю, что там вот можно сохранить какой-то вот такой вот расу. Они индоевропейцы изначально были, и сейчас должны быть выглядеть вот как вот их Бог создал, да, там первозданно. Конечно, нет. Профессор Яблонский очень много об этом писал и говорил. Яблонский, кстати, вот он и отмечал, когда получил данные генной географии, и говорит, что башкиры, говорит, генетически больше европеоиды, чем русские. Это правда. Это его, это его не просто утверждение, он это научно доказывал, что на самом деле примеси там, от монгол, да, от того, что мы называем татарским нашествием. Нет, там даже не монголы, там ничего. Там вот у русских очень много финно-угорских. И финно-угорских тоже, вот это огромный, значит, процент, как раз вот гаплогруппа N1C, вот финно-угорская, она просто массово влилась в русский народ. Вот. Ну, продолжая о бурзянах, все, наверное, знают, вот это городище Уфа-2 знаменитый и так далее, и так далее. Вот все голову ломают. Кто такие, чего такое, башкиры они, не башкиры. Вот здесь я в своей книге утверждаю, всех археологов озадачило что? Находки, они все имеют северокавказское происхождение. Именно вот здесь, вот на городище Уфа-2. Аланы как раз. Вот. Я вот об этом и говорю. Аланы, абсолютно аланы. Первые исследователи турбаслинской культуры, там Ахмеров был, потом болгарский был Станчев. Станчев говорит, о, посмотрите, это, говорит, болгары. Потому что я тоже объясню, почему. Ахмеров говорит, нет, говорит, это аланы. И так далее. Конечно, это вот как раз выходцы Северо-Кавказа. Я их связываю именно с бурзянами. Ведь до арабов совершали персидские шахи на как раз Северный Кавказ, прорывались через Дербент. Потом арабы. И, по всей видимости, вот это владение бурджан, оно после 7 века вообще не фиксируется там. После 7 века нашей эры. По моей гипотезе, вот эти бурзяне массово мигрируют обратно по знакомым своим тропам на Южный Урал. Я же говорю, они курсировали, скорее всего, там и там поживут, и здесь поживут. Ушли туда, и вот принесли с собой вот эти все северокавказские традиции, да. И вот здесь городище вот Уфа-2, да, действительно, это был маленьким небольшим городком традиции и ювелирного какого-то искусства. То, что мы находим массово... Хорошо. Вот. Бурджан и Кавказ, я понимаю, как связаны могут быть через аланов. Да. Сейчас я просто... Аланы, действительно, если вы вспомните, очень много аланы дали названий по всему этой степной зоне, от Южного Урала и до Украины современной, и потом еще очень много названий в Турции были, потому что они потом туда еще перешли. Ну, там они где только не были, да. Да, это действительно так. А вот как связаны Бурджан и Балканы? Балканы, вот говорю, значит, дело в том, что, опять же, вот по моей, значит, гипотезе, в составе дунайских болгар, у них же там на Кавказе образовалась сначала Великая Болгария, потом, которая разрушилась, часть болгар ушла
на Среднюю Волгу, создал Волжскую Болгарию, а другая часть массово ушла на Дунай. Находясь на Кавказе, они подчинили себе еще и владение бурджан. И вот часть этих бурджан просто ушла вместе с ними, с болгарами. И когда арабы столкнулись в начале 8 века с Дунайской Болгарией, осадили Константинополь, высадились на Балканском полуострове, арабский десант, и здесь они встретились с конницей болгарского хана Тервеля. Состоялось сражение, в котором болгары арабам нанесли поражение, и, в общем-то, осада была снята. И вот как раз, как во Фракии высадились эти арабы, как раз вот там и находилось вот это владение бурджан уже в составе Дунайской Болгарии. В византийских источниках фиксируется как Берзетия. И до сих пор, значит, в Македонии существует этнографическая группа македонцев, которая называется брзяцы. С этим связано, что арабы столкнулись с бурзянами, первое племя, с которым они столкнулись, и потом уже в своих сочинениях они все постоянно именуют Дунайскую Болгарию бурджаном. Вот это как раз непонятная историографическая проблема. А Волжскую Болгарию поэтому же они именуют бурджаном? А Волжскую Болгарию они не именуют бурджаном, а как раз Волжскую Болгарию они именуют только булгаром. Булгаром. Только булгаром. Бурджаном они не называют, не. Понятно. Болгария, Волжская, она просто булгар. А эти, Дунайской Болгарии, бурджан, вот эту, значит, непонятную коллизию многие, скажем, поколения ученых ломали голову, не могли понять. Ну, хорошо, да, это только теория, да, мы, конечно, обратим на это внимание. Да. Но теперь давайте возвращаться к тому, как это название появилось здесь, в Башкортостане. Жире сохранилось? Ну, конечно, и Жире сохранилось там и так далее. Но дело не в этом. Вот, допустим, в одной из передач говорил о башкирском сказании, да, там Кысая и Чингисхан, где вот описывается, скажем, башкирский политический миф, создание вот этой башкирской политии. Там уже мы видим, я считаю, что это в монгольское время это было сказание составлено или сочинено, как угодно, написано в монгольское время, и там мы видим Бурджан-бей в составе Башкирии. Но поскольку ранних источников-то у нас и не сохранилось письменных, понимаете, да, по Башкирии, мы можем говорить об их присутствии только по чему? Данным археологии и геногеографии. Я вот говорил вам, да, что городище Уфа-2, вот все связывают, вот даже у нас археолог есть такой, Никита Савельев, и там другие археологи, называют вот это городище Уфа-2 как хазарская заимка, да, потому что с территории Хазарии пришло, и вся по культуре. Но недавно вот обнаружилась керамика, а вот это, значит, городище Уфа-2, которая была найдена на территории Бурзянского района. Довод в пользу того, что вот эти бурзяне, пришедшие с Кавказа, вот эту турбосвинскую культуру, потом, видимо, под давлением каких-то кочевников, ему пришлось все бросить и уйти в леса. Вот территория этого Бурзянского района, почему и там эта керамика, там какая отдаленность. Это ну нужно... и Баймакского, да? Ну да, я говорю, в тот регион ушло. Вот. Бурзяне вот так оказались. Ведь хранителем эпоса Урал-Батыр было племя бурзян. От них, от сесенов племени бурзян, было записано, скажем, сказание. А сказание, если, значит, его разобрать на части, один из древнейших эпосов, да, в своей диссертации я все это писал. Семантику образов я рассматривал, главных героев этого эпоса. Иранский след, мощнейший, скифо-сарматский. Ну, не могу не спросить, если уж мы подошли к средним векам, не могу не спросить, когда, если вы откроете Википедию, тот еще источник, конечно. Ну да, но нет, но там ссылки иногда хорошие дают. Так вот, дело в том, что там среди представителей рода бурзян записан не кто-нибудь, а мамлюкский султан Египта и Сирии Бейбарс I. Да. Как так получилось? Ну, смотрите, во всех источниках, что о нем пишут? Что он родился где-то вот возле Волги-Урала. Там вообще непонятно что. В общем, известно, его происхождение наверняка неизвестно никому. Нет, зачем? В арабских источниках пишет, он же оставил о себе биографию. Он пишет, что я из племени Бурджаглы. Сыновья Бурджи. Дело в том, что вот это этноним Бурджан – это просто множественное число от слова бурдж. Ан – это персидский суффикс множественности. Да. Это, как мы говорим, русские. А как сказать в единственном числе? Это сейчас русские опять. Но раньше был же просто рус. Вот это же самое. То есть бурдж, ан. Значит, в составе Дэшти Кипчака, помимо того, что вот они были, собственно, башкирские бурзяне, те бурзяне, которые ушли дальше на запад, они вошли в состав Дэшти Кипчака. Ну, это Половецкая степь. Да, Половецкая степь. И вот там племя Бурджаглы, он из племени Бурджаглы. Все законно. Был куплен на территории Крыма, отвезен в Египет как мамлюкский раб, потом вся тюркская гвардия совершила переворот в Египте и вот создали, значит, мамлюкский султанат в Египте. В общем-то, тоже. Ну, это да, одно из предположений, много споров, мы, наверное, до конца никогда это уже не узнаем, но, тем не менее, такое предположение нет, оно есть. Правдоподобное, да, оно есть какой-то корень. Я тогда предлагаю остановиться здесь вот сейчас на Средневековье, да, мы сейчас в 13 веке получились по этой линии времени, и о роде бурзян продолжить говорить в следующей программе. Хорошо. Да, я напомню, что у микрофонов были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире» Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.